шалдыр, рукавы шалдыр. Техника, вообще пожарная техника, халерцхан. Ликвидация последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, включая противопожарную деятельность сотрудников МЧС. Казалось бы, обычное дело для людей, чья профессия – спасать и предупреждать. Отсутствие материально-технического обеспечения во времена становления республики серьезно влияли на качество и оперативность работы, вспоминает Абукар Ташхоев. Работал я с 93-го года, как образовалась по республике, вы видите, как образовалась противопожарная аварийно-спасательная служба. И проработали мы, да, действительно в тяжелых условиях, когда уже и власть становилась на ноги, и служба, и все. Нам пришлось действительно пережить трудные условия, были трудные. Ну, на данный момент, сегодняшний день, я рад за то, что у нас вот так вот все обновилось, все стало, и молодежь, пополнение такое хорошее, и с поставленной задачей, что справляется отлично. МЧС – федеральное министерство, включающее подведомственные аварийно-спасательные и противопожарную службы, имеет своих героев в каждой из этих категорий. Отличившимся сотрудникам и ветеранам в их профессиональный праздник в торжественной обстановке вручили медали и грамоты за добросовестное исполнение обязанностей, инициативу и усердие при исполнении служебного долга. Мосар Цицкиев спасению людей посвятил 15 лет. Он спасатель первого класса в поисково-спасательном отряде «Арамхи». Джайрахский район с крутыми горными склонами и постоянным риском обвала сделал из него настоящего экстремала. Последнее наводнение у Ольгети. Последнее наводнение, это была сложная работа была, потому что в последней работе нам было сложно то, что осталась одна семья в Таргиме, и мы не могли добраться до них транспортным средством. Мы только смогли добраться до них пешим ходом. Я думаю, нелегко спасателям идти в такую даль, имея при себе рюкзак, который полностью оснащен для альпинизма, то есть считайте то, что для спасательной работы. Выражая благодарность как ветеранам, так и действующим сотрудникам МЧС, собравшиеся также прочитали дуа за погибших коллег. По словам Руслана Калоева, День спасателя – это дань уважения и благодарности каждому, кто вносит свою лепту в дело спасения людей. Я надеюсь, что население нашей республики оценит наш труд наших спасателей, независимо от того, где они находятся. Многие говорят, что вот если спасатели выезжают на место, ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия или чрезвычайной ситуации, все остальные сидят в штабе, как они условно, и ничего не делают. Это неправда. Если не организовывать эту работу, как положено, в штабе, она не будет продвигаться и не будет достигать соответствующих целей. Поэтому с праздником все население республики у нас спасатели. Это доказывает история. Завершая праздничное мероприятие, присутствующие выразили надежду также отметить в следующем году и свой юбилей – 30-летие МЧС России. Жирадат Хулухоева, Адам Мережко, Магомед Дидигов, Новости 24.